Был конкурс, могу сказать. Участвовали наши скульптора, молодые ребята. Вот, москвичи участвовали тоже. Что туда повесить на фасаде этого театра? Театр типовой. Вот, то есть, сама конструкция здания, она типовая. Вот. И что-то надо сделать такое, которое было связано с нами. Один предложил там шахтеров изобразить, кто-то там абстракцию, и такое тоже было. Вот. Ну, а я, так сказать, вспомнил Маяковского, который когда-то высказался так, короткое выражение Маяковского, но точно подходит. Светить всегда, светить везде, вот лозунг мой и солнце. И вот эта фраза Маяковского, она как бы была под основой, так сказать, что я решил остановиться на солнце. На солнце можно по-разному рисовать, можно просто шарик нарисовать и лучи вокруг, вот, или там еще что-то. Но я решил приблизиться к прикладному искусству коми. Вот. Геометрический узор, этот поясок. Вот. Ну и занавес такой, который, так сказать, расходится в стороны. Вот. А ведь театр, он это своего рода солнце, так сказать, для населения. Вот. Интересные постановки, интересные, так сказать, сюжеты и так далее. То есть он просветительскую роль колоссально играет. Поэтому вот такая тема меня задела, и я решил вот такой вариант сделать. Утвердили на Совете Министров, вот, выбрали, вернее, это решение. Ну а после этого стал его делать. Но одному сделать 33 метра или сколько, я уже не помню, это длинный фриз такой, это довольно трудоемкая работа, и тем более у меня мастерской не было тогда. Ну, нашел мастерскую, нашел сварщиков, 5 человек работали сварщиков, помогали. Они нарезали металл, там станок даже сел от такого большой нагрузки, а нержавейка она вязкая и очень трудно режется, там 2-миллиметрового вот, толщины вот, лист нержавейки. Вот. И вот они под моим руководством варили. Вот. Я, конечно, чертежи, рисунки, все время присутствовал вместе с ними. Вот. Таким образом сварили вот, в итоге. Вот. Приехал Кербель однажды к нам делать Ленина здесь. Это было в те времена, конец 60-х годов. Вот. Я, говорит, срежь наполовину. Она уже работа готовая, вот. Объем я тоже уже, так сказать, почувствовал, что надо вот, прилично сделать. Поэтому выдвижные панели, они вперед выходят. Вот. Они так, вот, все заварил. Слушать профессора Кербеля я не стал. Вот. Ну, конечно, я так грубо не сказал, но говорю, вот получается так, что сейчас уже резать поздно, потому что внутри там есть каркас и так далее, это все очень сложно. Вот. Вот. На этом беседа с Кербелем закончилась. Он мне предложил поработать с Лениным, то есть не в смысле его лепить, а хотя бы сделать макет, чтобы установить на площади. Вот. А макет делается из фанеры, крест-накрест фанера, в размер. Вот. С помощью пожарной лестницы мы водрузили вертикально вот этот макет. Ну и сняли с разных сторон. Сейчас, конечно, техника совсем другая. Здесь можно сейчас в фотошопе сделать. Не обязательно делать из фанеры, а в фотошопе можно так обыграть, что можно точно сказать, какого размера должна быть работа. Вот на этом моя роль как скульптора, вот, помочь коллеге, вот такая была. Вот. Так что я, можно сказать, участник ленинского образа. Вот возвращаясь к театру, вот эту вот конструкцию, вы ее как на башенных кранах подумали? Как она туда? Конечно, делали леса. Ну, обычные строительные леса. На лесах подняли, воткнули, так сказать, штыри, чтобы держать панели на расстоянии от окна. А поясок можно поставить, так сказать, на
фасад уже вплотную. Вот. Ну, там же кругом стекла, все надо делать осторожно. Вот. Ну вот, повесили. Пока непонятно было, что там получится. Вот. Потом солнышко светит, когда с южной стороны светит солнце, рельеф выигрывает, классно работает, светится. Главный заказчик подошел, сказал: о, как здорово, снимаем леса. Все. Сняли леса, еще стало лучше, потому что леса частично прикрывали. Вот. А главный заказчик кто был? Белоцерковский. Это был главный строитель у нас тут, вот такой. Сейчас он уехал куда-то, его не видно, он где-то на востоке. Вот. Наум Оскарович Белоцерковский такой был строитель. Вот. Он снабжал меня материалом, вот, и так далее. Вот. А раньше, в те времена, не театралы были вашими заказчиками, а получается строители Нет, сами? это все шло от строителей. Вот когда Белоцерковский поставил здание, надо его украшать как-то. Вот. Но здание типовое. Как вылезти из такой ситуации, типовое здание здесь, в Нальчике где-то еще там найдем. Вот, такую конструкцию. Вот. Единственное спасение – это вот в этом фризе, который был запланирован. Просто была кирпичная стенка, такая полоса. И вот как-то надо было обогатить. Вот. Работает, конечно, рельеф при солнце, при фасадном освещении и так далее. Единственное, так сказать, недостаток всего этого дела, вот когда стали чистить нержавейка, она потихонечку набирает внешнюю грязь. То есть пыль, там сажа и так далее. Вот. Стали чистить болгаркой, но вообще-то неправильно, даже не спросили, как ее почистить. Так пескостройкой надо было, тогда бы была ровная, одинаковая поверхность. А тут они наворотили эти кружочки. Вот. Болгарка же сдирает довольно прилично. Вот. Некоторое время постоял он, на мой взгляд, в безобразном виде. Вот. Ну, а сейчас он опять покрылся вот, патиной, вот, стало получше.